Мальчик, пострадавший в резонансной аварии, маленькими шажками идет на поправку. Пока состояние школьника по-прежнему оценивается как средней степени тяжести. У ребенка постельный режим из-за переломов. Но лечение дает результаты, и налицо положительная динамика. Мама юного пешехода благодарит врачей и весь персонал больницы за профессиональную помощь, а жители республики за неравнодушие и просит пока приостановить сбор средств. Почему, расскажет Ольга Коняева. 8-летний Филипп, тяжело пострадавший в аварии, лежит в отделении нейрохирургии Республиканской детской клинической больницы. Состояние мальчика не вызывает опасений. Продолжается лечение, началась реабилитация. Здесь он пробудет столько, сколько нужно, говорят врачи. Рядом с Филиппом постоянно находится мама. Все усилия семьи сейчас направлены на выздоровление ребенка. Страшная авария случилась 1 октября. Филипп получил тяжелые черепно-мозговые травмы и переломы. Прогнозов медики не давали. 4 октября челюстно-лицевые хирурги успешно провели операцию по репозиции лицевого скелета. Через 3 дня Филиппа перевели из реанимации. Угрозы жизни нет. Медики очень быстро приехали. Нам очень повезло, что очень была быстрая реакция. Ребенка сразу же отвезли на обследование. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо Шелегину Роману Викторовичу, который совершил чудо, всему персоналу отделения реанимации. Понятно, что к моему ребенку приходили еще и из других отделений, поэтому и персоналу других отделений, и врачам огромное спасибо, врачам нейрохирургии. Сейчас ребенок находится в профессиональных руках заведующего отделения Максимовой Анны Юрьевны. И благодаря ей мы идем потихонечку на поправку. Филипп в сознании, разговаривает, слушает аудиосказки. Нужны только положительные эмоции, которыми с сыном делится мама. Пока постельный режим, терапия и реабилитация, медикаментозное лечение, курс ЛФК, массаж. В дальнейшем, возможно, физио. Тяжелые травмы быстро не лечатся. Кроме черепно-мозговой травмы тяжелой, у ребенка еще имеет место компрессионный перелом грудного позвонка, подкапсульная гематома селезенки, поэтому вот в настоящий момент вертикализировать его активно нельзя. Понятно, что в дальнейшем ребенок будет наблюдаться нейрохирургами, неврологами, челюстно-лицевыми хирургами, окулистами по месту жительства и также в нашем стационаре. Возможно, он пройдет повторный курс реабилитации после выписки из нашего отделения через какое-то время. Мама Радмила Герасимова благодарит всех неравнодушных жителей Коми, кто переживает за Филиппа и откликнулся на беду. Радмила просит приостановить сбор средств. Карта сейчас закрыта для перечислений. На данный момент мы понимаем, какая перспектива лечения у нас будет и реабилитации на ближайшие 3-4 месяца. Дальше будет уже понятно. Да? Сейчас самое главное пройти эти 3-4 месяца. Потом, естественно, у него ближайшие тоже, наверное, 3-4, может быть, 5 лет будет определенное ограничение по здоровью, потому что травма была очень сильная, он был в очень тяжелом состоянии. И это действительно просто чудо, что ребенок сейчас в сознании. Главное, чтобы ребенок выздоровел и встал на ноги. Только об этом сейчас думает семья Филиппа. А медики делают все для восстановления и профилактики возможных последствий. Ольга Коняева, Роман Боровиков, телеканал Юрган.